хотел бы поприветствовать сегодня всех собравшихся здесь. Мы сегодня открываем фестиваль национального творчества «Огонь и жизнь», посвященный свадебным обрядам. И рад, что сегодня присутствуют представители различных организаций, действующие на территории города Москвы, организации федерального уровня, организации регионального уровня. Хочу пригласить сюда своего коллегу, сопредседателя Лиану Исламовну Смоян и передать ей микрофон с коротким словом. Добрый вечер, дорогие гости. Мы приветствуем вас и очень надеемся, что сегодняшний вечер вы проведете прекрасно, с хорошим настроением, узнаете очень много интересного, полезного. Оказывается, свадебные обряды традиции многих народов имеют сходство, несмотря на то, что они различны по внешности, различны по географическому расположению своему. И сегодня мы все собрались для того, чтобы вам все это показать. И очень надеемся, что у вас будет прекрасное настроение и бодрого духа, да, добро пожаловать. Я думаю, что то, что вы сегодня здесь проводите, наверное, самое мирное, самое прекрасное, самое замечательное, что может быть в жизни, когда создается новая семья, ячейка общества, которая будет воспроизводить культуру, традиции, решать демографические проблемы, которые сегодня перед нами все стоят. Но самое главное, семья – это главная ячейка мира, взаимопонимания людей. И именно через семью, через воспитание детей мы должны вырастить поколение, которое покончит с геноцидом, с трагедиями, с войнами, с унижением людей по национальному или религиозному признаку. فستیوال کی میره که هنه پایتخت روسیا موسکو پیکانی و تا که پای پرگرینگ هست به تایبت تبیبون همون پیکاتیان ام جیوتی گره سوریا به مجداربونا جالی مدا دو بشه شیوکاری فوتوگراف اف نشانه اکی کو زنگی بونه کی دالی چاندیدات همو آران داره. Конечно, для нас имеет особое значение организация такого мероприятия в столице России, что много народов принимают участие. И мы, как народ Сирии, мы тоже принимаем участие, внесем свою лепту, своим выставкой, картины, фотографии из художников Рожава. زمان براتیا گران زمان آشتیه تو چاندال درباسته به ام بهینه کو فستیوال بیره که هنه حرتم پیش بکوین و بین لداخستن و ام جی به فستیوال هنه در автономия کرد یا روسیا فدرال و هر دون افسرو کردن ام ما پیروز دکن و ام جگری آخاش بوی و نشان دادن و ام تشتکی پیروز بینم سرکفتنی جوارات فازی کلکی سپاس. Я очень надеюсь, что на дальнейшем мы вместе проведем еще других наших проектов. И мне хотела напоследок сказать, не сводите свои пути, будьте самим собой, любите себя, будьте своим делом. Я очень пожелаю нас всех, что мы на дальнейшем вместе проведем опять таких работ и будем всегда вместе. Русский народ, он очень близкий нам народ. Помимо основных мест своего проживания, есть большая курдская община, издревле, исторически сложившаяся, которая живет в Армении, которая живет бок о бок с армянами, другими представителями тех народов, которые всегда составляли национальную составляющий народ Армении. И курдская культура в Армении тоже, как и в России, имела все возможности для сохранения своей самобытности, для развития. Хочу поздравить всех участников с проведением фестиваля. Желаю творческих вдохновений, а также желаю незабываемых
впечатлений. Да, и, кстати, хочу еще отдельно поздравить организацию ФНК Курдов, Фархата Батиева, Ильяна Самоян. Поздравляю вас, друзья! Добрый вечер. От имени ФНК «Заморозки» ваш праздник. Желаю вам успехов и вашему фестивалю, удачи во всем. И от имени нашего культурного центра, вашему культурному центру небольшой подарок. Спасибо большое за подарок. С изображением Баку, столица Азербайджана. Наш братский народ, курды, я всегда с удовольствием принимаю его приглашение и посещаю мероприятия. Спасибо Федеральному правительству по делам национальности, который поспособствовал. Спасибо Общественной палате, который приехал Владимир Юрьевич от Общественной палаты. Это дань уважения к сегодняшнему мероприятию. Это для нас действительно очень дорого стоит. Спасибо всем гостям. Я от своих именно всех наших друзей курдов поздравляю. Спасибо, что часто проводите такое мероприятие. Это помогает близко познавать друг друга. Начнем это с «Вроде давно», собственно говоря, сам автор. Главный акцент в фотоработах «Вроде давно» – портретная съемка. Свою коллекцию «Вроде давно» начал собирать несколько лет назад. С большой радостью приветствуем вас в нашем зале на фестивале национального творчества «Огонь и жизнь. Свадебные традиции и обычаи». Тема свадебных обрядов выбрана не случайно. Она призвана выявить смысловое единство традиционных обрядов при их внешнем разнообразии, при осмыслению и укреплению института брака и семьи, и, конечно же, стимулировать молодое поколение к продолжению культурных традиций, осознание исторической ценности культурного наследия народов России. На нашем фестивале вы узнаете об особенностях свадебных традиций и обычаи различных народов. На этой сцене выступят артисты и творческие коллективы, представляющие многонациональную культурную палитру России. Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Прежде чем мы перейдем к концертной части программы, в дань памяти о героях, погибших за защиту Отечества, объявляется минута молчания.
Памяти героев освещает нам путь. Приветственное слово предоставляется организатором нашего фестиваля, сопредседателем Федеральной национальной культурной автономии курдов Российской Федерации Самуян Ляне Исламовне и Патиеву Фархату Абдурахмановичу. Evarbash dostum Ivanin Heja, фестиваля Ханерина ТВ Люахамия Бирозыган. Добрый вечер, уважаемые друзья и гости. Сегодня мы собрались, чтобы провести фестиваль национального творчества, посвященный свадебным обрядам. Прежде всего, хотелось бы выразить благодарность всем тем, кто сегодня присутствует, и особенно членам Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, представителям Общественной палаты, глав представительства Северной и Восточной Сирии и всем представителям организаций культурных объединений города Москвы и, конечно, организаций федерального уровня. Мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие, вы им останетесь довольными. Сегодня перед вами выступят представители разных народов: русские, курдские, азербайджанские, таджикские, узбекские коллективы и коллективы многих других национальностей. Но прежде чем они выступят, мы расскажем вам о свадебных традициях этих народов. Мы приветствуем вас, дорогие гости, и очень надеемся, что сегодняшний вечер вам очень понравится, и вы узнаете много интересного и познательного. Многие народы, несмотря на то, что они разные, но у них, как ни странно, совпадают обычаи, традиции свадебные. И сегодня вы узнаете, чем они совпадают и чем они различаются. Мы приветствуем вас, желаем вам доброго здравия, желаем вам хорошего настроения и бодрого духа. Приветствуем вас на фестивале традиций от национальности «Огонь и жизнь». Слово для поздравления предоставляется человеку с большим сердцем, который вложил много сил и лет в укрепление межнациональных отношений. Приглашаем на сцену Зорина Владимира Юрьевича, члена Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Спасибо большое, дорогие друзья. Для меня большая честь и ответственность выступать сегодня с этой сцены и в преддверии такого замечательного фестиваля, на который мы сегодня собрались. Честь эта определяется тем, что и Президиум Совета по межнациональным отношениям, здесь есть еще коллеги, члены, и Совета Общественной палаты Российской Федерации последовательно ведут работу по реализации стратегии государственной национальной политики. Основной задачей, которая является двуединой задачей, это формирование духовного единства российской гражданской нации при этнокультурном развитии всех народов, населяющих нашу страну. Теперь, после поправок в Конституцию, мы имеем вопросы этнокультурного развития, этнокультурного диалога наших народов как конституционную норму, как обязанность государства и институтов гражданского общества. Ничто так не сближает людей, как общие праздники. И, конечно, среди этих замечательных праздников день рождения человека, обретение взрослости, специальности, выпускных вечеров, получение степеней, дипломов. Особое место занимает свадебный обряд, который свойственен всем народам. Самый, может быть, красивый обряд, который мы имеем, самый радостный, с большими ожиданиями и надеждами. Я хочу поприветствовать особо наших коллег из Федеральной автономии курдов России, также Фархат Абдурахман, член Совета при Президенте по межнациональным отношениям, за такую хорошую инициативу, которая была поддержана и
Федеральным агентством по делам национальности и правительством Москвы, и нашей всей общественностью. Желаем вам хорошего вечера, хорошего отдыха. Желаем лучше узнать традиции друг друга. А самое главное, пусть среди нашей молодежи будет больше свадьб. Слово для поздравления предоставляется Аре Аршаровичу Абрамяну, члену Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, послу доброй воли ЮНЕСКО, президенту Союза армян. Я прошу изменить и меня, наверное, и организаторами ведущую. Я не Ара Аршавирович. Для меня было бы честью уйти, но я заместитель Ара Аршавировича. Я от него передаю слова искреннего приветствия и поздравления с этим праздником. Просто обстоятельства так сложились, что он вынужден был внезапно уехать в командировку, поэтому не смог присутствовать. Я никак не смогу заменить его здесь, но для меня честь оказаться здесь и передать вам приветственные слова. Я Абрамян Арам Аганесович, заместитель Арашавировича, председатель Федеральной национальной культурной автономии армян России, президент Союза армян России, я член правления также Союза армян России. Позвольте сердечно поприветствовать всех вас, сказать слова, которые исходят из самых глубин моей души. Всякий раз, когда мне выпадает честь присутствовать на мероприятиях, на торжествах народов, разных народов, с которыми мы живем все в дружбе, согласии, которые составляют единое целое многонационального народа России, я испытываю особое волнение. Но это волнение сегодня приумножается тем, что я присутствую на празднике народа, история которого тесно переплетена с историей моего народа, армянского народа. Народа, который жил веками и ныне живет, и еще будет жить всегда, пока есть Армения, на земле Армении, который живет в мире и согласии и со всеми другими представителями, как в Армении, народа в Армении, так и в России, и составляет единое целое. Это очень важно. История курдского народа, культура курдского народа – это целый пласт для того, чтобы пытливый ум подчеркнул для себя много полезного. Много полезного для того, чтобы понять, что мы обречены жить в мире, обречены жить в согласии. И только мир и согласие являются теми непременными условиями созидания, которые являются источником процветания. И если два слова говорить о сегодняшнем празднике, о тематике этого праздника, то не случайно свадебным обрядом в каждом народе представлено особое место. Это место связано и определено тем, что священный институт брака, который оформляется именно вот свадьбой, актом свадьбы и обрядом свадьбы, он, наверное, является источником продолжения жизни для всякого народа, для каждого народа, для каждого из нас. Поэтому, как корабль поплывешь, так и он назовешь, так и он поплывет, как проведешь свадьбу, такая и будет будущая семейная жизнь. Я желаю всем нам, чтобы все наши свадьбы, во-первых, игралось много свадеб, чтобы они были красочными, содержательными, веселыми и заложили основу крепкой семьи. Мира вам, благополучия, благодарю за внимание. Приглашаем на эту сцену председателя Международного движения курдских женщин Рашаян Джулиету Андреевну. Уважаемые гости, дорогие друзья, позвольте мне поприветствовать вас, а также организаторов и участников сегодняшнего мероприятия
и от имени движения курдских женщин России сказать вам всем добро пожаловать на фестиваль национального творчества. Москва, сердце России, это гостеприимный город высокой культуры. Это город с богатыми традициями и многоконфессиональной культурой, которая способствует укреплению народов и мирного существования и дает возможность и поддержку в реализации разного рода мероприятия. И фестиваль по праву считается одним из заметных и культурных событий. В наше время сохранение и творческое освоение национального наследия является важным этапом, так как наше прошлое никто не может изменить. Прошлое должно нас всегда поддерживать. И это накладывает особенную ответственность на организаторов и участников мероприятия. Ответственность за сохранение единства наших традиций. И сегодня ФНК подготовила вот этот проект «Свадебный обряд». И этот обряд очень значим как для курдского народа, так и для всех народов. Сегодня, когда такие решительные перемены, измены ведут к тому, что меняются прежние приоритеты, очень важно сохранить верность к тем культурно-национальным приоритетам и тем самым сохранить традиции. И такие мероприятия, и как сегодняшний фестиваль, поможет нам все вместе сохранить традиции и единство. И я хочу пожелать всем организаторам и участникам творческих успехов и всем участникам сказать: мечтайте, создавайте, реализуйте, и пусть всегда с вами будет вера, надежда, любовь и поддержка близких. Уважаемые гости, нам поступило поздравительное письмо от депутата Государственной Думы, председателя Совета Федеральной национальной культурной автономии татар Гильмудинова Ильдара Ирековича. Хочу вам его зачитать. Уважаемый Фархат Абдурахманович, от имени Федеральной национальной культурной автономии татар и от себя лично приветствую организаторов и участников фестиваля национального творчества «Огонь и жизнь». Уверен, данный фестиваль будет способствовать приобщению к национально-культурным традициям, созданию атмосферы диалога культур, расширению диапазона межнационального сотрудничества, направленного на формирование единства российской нации. Желаю участникам ярких впечатлений, отличного настроения, а также неизменных успехов в осуществлении новых проектов. Депутат Государственной Думы, председатель Совета ФНК татар Гильмудинов. Сейчас мы начинаем наш концерт, и фестиваль открывает творческий коллектив «Малинский Соловьи» с песней «Подъезжали мы под село», руководитель, заслуженный артист Удмуртии Иван Иванович Баврушев. Село,
и свадебные традиции. Согласно русским свадебным традициям, родители сами выбирали любимому чаду спутника или спутницу жизни. Переговоры во время сватовства вел уважаемый человек, сват, и ему полагались помощники. Благополучное сватовство завершалось разламыванием на 2 части хлеба, принесенного сватами. Далее следовали смотрины и сговор, во время которого затрагивались темы венчания, размер приданого, свадебное застолье. Главы 2 семейств обменивались рукопожатием, рукобитие, означавшее полное согласие на брак. После него невозможно было отказаться от свадьбы. Будущие супруги проходили обряд обручения. Они обменивались кольцами. Согласно русским свадебным традициям, празднование проводилось в доме невесты. Молодые в присутствии многочисленных гостей объявлялись женихом и невестой. Родители благословляли будущих супругов, отец иконой, мать вручала хлеб, соль. Свадебные традиции и обычаи предписывали девушке печалиться и плакать. Считалось, что она демонстрирует нежелание расставаться с родными. Девичник проходил в кругу близких подруг. Девушки гадали на будущую семейную жизнь и пели печальные песни. Обязательным был ритуал, связанный с волосами. Невесте расплетали косу, распущенные волосы – знак согласия вступить в брак. На свадьбе проводился другой ритуал. Невесте заплетали 2 косы. Согласно народным обычаям и традициям, жених сам решал, устраивать ему молодежную или нет. Обычно он приглашал близких друзей на веселый пир. По русскому обычаю следовало ехать за невестой шумной толпой. Во главе подвода ехал дружка, главный помощник жениха. Поезд украшался лентами и свадебным деревцем, символом прощания невесты с девичеством. Путь выбирался максимально долгий, чтобы запутать нечистую силу, которая не сможет найти дорогу к дому невесты. По обычаю, близкие девушки должны были чисто вымести дорогу перед приездом жениха. Обязательной традицией считался выкуп невесты, продажа косы и место рядом с будущей женой. После обряда выкупа гостей приглашали за стол. Но жениху и невесте запрещалось притрагиваться к еде и питью. Считалось, что они духовно готовятся к важному обряду – венчанию. Существовал обычай осыпания молодых зерном и деньгами после венчания. Жених вносил невесту в дом на руках с целью омолоть домового, заставить его принять девушку как новорожденного члена семьи, который в дом не входил, а в доме оказался. С этого момента невеста становилась полноправным членом этого дома. Свадебное застолье должно было проходить шумно и весело. На празднование отводилось не менее 3 дней. Обычно предполагали завершение празднования в родительском доме молодой, где гостей и новобрачных ждало угощение. На сцене лауреаты ордена «Молодые таланты России», лауреаты специальной премии, установленной указом президента Российской Федерации о поддержке талантливой молодежи, лауреаты международного фестиваля Children World, ЮНЕСКО солистки арт-группы «Яблоневый цвет» Елена и Юлия Коротковы. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, уважаемые гости! Нам очень приятно принимать участие в фестивале национального творчества. Мы благодарим вас за приглашение. Ну и, конечно же, приветствуем всех на этом празднике и на нашей русской православной земле. Музыку, дорогие друзья! Музыку можно чуть громче. Морем широкий, морем высокий, вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, мимо этой иконы, корень крови мир расцветет. Мимо этой вишни, мимо этой иконы, корень крови мир расцветет.
Что ж, покажем наших прадедов задор, птицу песни выпуская на простор. С этой песней, как по нотам, веселее идет работа. В каждый дом заходит песня. Дружит с нами с давних пор Калинка.
Приверженность обычаям регламентировала все сферы жизни курдского народа. Хранительницей традиций испокон веков была именно женщина. Она – сердце семьи, духовно-нравственный стержень рода и всего общества. Мать – первый ключ к пониманию традиционных ценностей и уклада. Самые распространенные курдские изречения обращены к женщине. «Не забывай язык свой, язык твоей матери», гласит старинная пословица. Передавая из поколения в поколение накопленный предками опыт и знания уникальных культурных обычаев, женщина всегда почиталась как символ единства. Переступая порог дома своей свекрови, Хаси, невестка исполняет честь высокой традиции преемственности поколений. Насаждаемые стереотипы зародили в определенных кругах ошибочное представление о курдской семье и традиционных устоях. Ярким примером подобных заблуждений служат кражи невест, ранние и принудительные браки. Практика браков по договоренности между семьями, вопреки желанию молодых, не имеет отношения к курдским национальным традициям. Портрет курдского народа на протяжении его многовековой истории формировали традиции, наделяющие женщину благородным авторитетом, а мужчину полной нетерпимостью к насилию и безнравственности. Многие бытовые обряды хоть и остались в летописях народа, уступив место порядкам современности, но традиционные ценности курдов бессмертны в незыблемой памяти о предках, подаривших потомкам богатейшее культурное наследие. Из недр курдской истории до наших дней дошла традиция совета пиров. Пиры, старейшины, во все века обладали значительным влиянием в решении самых разных вопросов. Даже курдские князья и эмиры не могли принимать полностью самостоятельных решений, игнорируя мнение совета. Традиционно создание семьи начинается с выбора невесты. Найти человека, союз с которым принесет долгие годы любви и согласия, непросто. Поэтому для каждого важно получить мудрый совет, поддержку и одобрение пиров. Старейшины собираются в доме семьи жениха, беседуют с родителями молодого человека. Большое внимание уделяется семье будущей избранницы. Участие пиров служит основой процветания и благополучия общины, способствует тому, чтобы среди родственников с обеих сторон установились отношения сотрудничества и взаимопонимания. Курдский союз сердец строится на единстве мировоззрения и ценностей, а развод считается огромной трагедией. Браки, согласно национальным традициям, заключаются один раз и на всю жизнь. Курдские обычаи не запрещают девушкам и юношам видеть друг друга до свадьбы. Женское затворничество и запреты на социальные контакты, известные во многих религиозно-культурных порядках восточных народов, чужды исконной традиции курдов. Серьезность намерений влюбленный курд не скрывает и намекает об этом избраннице. Если девушка отвечает мужчине взаимностью, он раскрывает сердечный секрет своей сестре, чтобы та передала радостную весть родителям. Преисполненные волнением родители жениха отправляют в дом невесты родственника получить согласие на сватовство. Если семья девушки одобряет союз молодых, мать и отец будущей невесты спрашивают мнение дочери. При сватовстве основой является обоюдное согласие. Сторона девушки может принять и отрицательное решение, но в этом случае его озвучивают как можно более мягко и вежливо. В традиции курдов сватовство состоит из двух обрядов – бельге и нишани. В день бельге родители жениха приходят в дом невесты совершить первый, очень значимый ритуал сватовства. Голову и плечи невесты покрывают традиционным курдским платком, в знак того, что ее сторона приняла предложение и согласилась выдать дочь замуж. Нишани в переводе с курдского языка означает «помолвка». Жениха и невесту выводят в середину комнаты, родственники встают в полукруг, чтобы засвидетельствовать второй обряд сватовства. Старший мужчина со стороны жениха надевает жениху и невесте на безымянный палец правой руки кольца, связанные красной лентой. Молодые стоят молча, в то время как проводящий обряд произносят «Встретьте старость вашу на одной подушке», затем красную ленту разрезают. С этого момента юноша и девушка становятся законными женихом и невестой. Один из самых красочных и эффектных обрядов, предшествующих дню свадьбы, носит столь же красивое название, что и сама церемония – Ночь Хны.
Этот ритуал проводит за несколько дней до свадьбы или за день до свадьбы. Он символизирует прощание невесты с родительским домом. Девушка приглашает своих незамужних подруг, жениха сопровождает самый близкий друг. Церемонию открывает традиционная песня «Хне пинен тайштекэн». Жениха и невесту в красном платье усаживают в центре комнаты. Вокруг них в плавном течении хоровода, называемого Дилана-хне, кружат девушки, исполняющие загадочный танец со свечами. Они символизируют огонь, освещающий путь любящих сердец живым пламенем, символом вечной любви. Именно этот момент погружает невесту в осознание того, что она проводит последние часы в кругу семьи и подруг перед тем, как выйдет замуж и переедет в дом мужа. Ключевым обрядом инициации является нанесение хне. Проведение этого ритуала доверяет только той женщине, чей единственный брак сложился удачно. Эта важная деталь связана с поверьем. Счастливая замужняя куртянка передаст свой семейный опыт юной девушке. Невеста не разжимает ладонь до тех пор, пока не получит в подарок от будущей свекрови золотую монету, символ процветания, изобилия и удачи. Небольшое количество пасты размещают в центре ладони невесты, придавая форму круга. Затем кладут монету. Чтобы рисунок не утратил контура, ихна заиграла насыщенными красками, кисть перевязывают красным платком или одевают ляпик, тканевую варежку. Жениху наносят хну на мизинец и безымянный палец пустым равномерным слоем. По окончании ритуала девушкам принято дарить маленькие свертки с хной. Такой подарок предвещает скорое обретение счастья и исполнение желания. В день свадьбы утро невесты начинается с обряда наряжения. В доме девушки собираются близкие подруги и родственники. Женщины семьи жениха, барбу, рано утром приезжают в дом невесты и наряжают ее в традиционный костюм. Свадебное убранство состоит из пышной нижней юбки, тунов, длинной рубашки крас, украшенного орнаментом фартука, передняя часть которого называется мизар, а задняя дерепштен, жакет из плотной ткани куртк и пояса кимба, головной убор, венчающий наряд изящная кофе, повязанная платком хирати. Тем временем в доме жениха играет веселая музыка, гости танцуют гавант. Девушки и юноши наряжают конфетами, монетами и красно-желто-зелеными лентами дерево жениха Дарама Розари. Женщины готовят на костре блюда национальной кухни, ароматную шурпу, пряный рис и граб, царь курдского стола, традиционный хлеб нан. Перед тем, как невеста выйдет из дома, ее брат 3 раза повязывает красную ленту вокруг талии девушки, трижды приговаривая «Тель-Курбет, Тель-Кызбай», что означает «пусть у вас будет много детей, и мальчиков, и девочек». Согласно обычаям, в недалеком прошлом невесту из родительского дома везли верхом на лошади. Во многих удаленных регионах этой традиции следует и поныне. Самым зрелищным и впечатляющим обрядом курдской свадьбы с уверенностью можно назвать бросание яблок. Жених и его друг Баразава ожидают прибытия невесты на крыше дома. По традиции, жених должен 3 раза бросить яблоко на голову невесты. Родственники девушки закрывают ее руками, чтобы смягчить удар падающих на невесту яблок. Согласно поверью, молодожены проживут долгую и счастливую жизнь, если яблоки коснутся головы или платья невесты. Затем один из друзей жениха, выкупивший у родительского дома невесты в Алгия-Буке подушку невесты, трижды бросает ее в руки Баразава, и каждый раз Баразава бьет жениха подушкой по голове, в знак того, чтобы все удары судьбы были такими же мягкими, как удар подушки. В завершении обряда Баразава трясет над головами гостей Дарама Розари, посыпая участников церемонии конфетами и монетами. Спустившись к невесте, жених берет ее под руку и ведет к дверям дома. Молодых встречает свекровь Хаси. Хаси кладет тарелку под ноги невесты. Прежде чем переступить порог, девушка должна разбить тарелку ударом ноги в знак оставления всех невзгод за порогом своего нового дома. В доме невестку ждет свекор Хазон, который подарит ей золотое украшение, произнеся слова «Отныне ты член нашей семьи».
С благословения свекра невестка садится и ей на колени сажают годовалого ребенка, чтобы в скором будущем она обрела здоровое потомство. Тем временем за пределами дома торжество продолжается. Музыканты не скупятся на задорные ритмы, а гости танцуют галант, без которого невозможно представить ни один курдский праздник. Вскоре под звуки дафа и зурны к непрекращающемуся до восхода солнца веселью присоединяются главные герои торжества – Бог и Зава, жених и невеста. Представляем вашему вниманию премьеру песни «Паиза Джудакар», что в переводе означает «Осень-разлучница», в исполнении Далила Лизгиева. Автор песни Фархат Патиев, музыка Далила Лизгиева, а также любимую курдами песни «Аз Курдым», что в переводе означает «Я курд». Sana es kurdum. Let's
почувствовать на мгновение себя певцом или музыкантом, танцором или актером. А ведь для этого недостаточно иметь всего лишь талант. Нужны еще смелость, вера в себя и в свои возможности. Сейчас на сцене выступит начинающая певица Саре Хаджиева, которая, несмотря на свой юный возраст, решилась выйти на сцену. Под ваши аплодисменты приглашаем Саре Хаджиеву. Ненецкие свадебные традиции. Ненецкие свадебные традиции. Основной формой брака у немцев – брак по сватовству. Роль свата могла выполнять мать жениха. В назначенный день жених и сват отправлялись к стоящего рода невесты. Подъехав к чуму отца невесты, внутрь заходил только сват и сообщал о цели своего приезда. Главным атрибутом свата служил посох. Чаще первой фразой свата была «Дочку твою я застал или не застал?». Если отец девушки по какой-то причине не хотел отдавать дочь замуж за этого человека, то он ничего не отвечал или запрашивал завышенный выкуп. Если жених устраивал отца девушки, то между ним и сватом начинались переговоры о размере выкупа. Отец невесты на посохе делал нарезки по количеству запрашиваемых оленей. Затем сват оставлял посох, который хранился у отца невесты в священной нарте.
Когда за девушку получали задаток, состоявший из нескольких оленей, она считалась сосватанной. Срок свадьбы зависел от уплаты выкупа и наличия приданого. В день свадьбы подготовка невесты начиналась с омовения и ритуального очищения дымом. Затем следовало оформление прически. Невесте вплетали в косы украшения и надевали головной убор судыр. Специальной свадебной одежды у немцев не было. Празднично считалась более нарядная, новая, сшитая из шкуры лучшей выделки. В назначенный день жених и его родственники наряжались в лучшие одежды и отправлялись в чуму невесты. Свадебный аргиш, обоз из нескольких оленьих упряжек, трижды объезжал чум по ходу солнца, после чего родня невесты бросалась ловить свата, жениха и всех остальных гостей. Задача невестиной родни – изловить руками все упряжки, едущие на полном ходу. В первый день свадьбы совершали жертвоприношение оленя. Мясо такого оленя считается священным, его не заносят в чум, и гости едят его только в сыром виде. После первого угощения за свадебным столом все выходили из чума и начинались игрища и состязания. В это время в чуме для гостей готовили ужин. Жениху и невесте подавали вареное сердце и язык оленя. Это ритуальное блюдо означало, что у них теперь на двоих одно сердце и один язык. Отъезд невесты в чум жениха происходил утром следующего дня. Проводили обряд, направленный на обеспечение новой семьи, чадородием. В нарту невесты усаживали маленького ребенка, чтобы женская нарта никогда не пустовала. На стойбище жениха обычно происходило то же самое, что у невесты. Сваха под руки заводила невесту в чум и открывала ей лицо. На утро молодая жена приступала к своим домашним обязанностям. Родители невесты прощались с дочерью, затем с родителями жениха. В нарту упаковывались подарки от семьи жениха, и гости разъезжались. Через 1-2 дня молодая супружеская пара совершала ответный визит родителям невесты. На сцену приглашается представитель межрегиональной общественной организации «Информационно-образовательная сеть коренных народов» Лео Равитлян, Хадри Агатетта, который исполнит ненецкий танец «Рождение шамана». Thank
следующий танец, который мы исполним, это танец Норгали. Мы в общественной организации своей представляем коренные народы Севера, и это не один народ, не только немцы, но еще и коряки, чукчи, и тельмены. И сейчас Ольга расскажет немножко про корякский свадебный обряд и мы девастацию Норгали. Здравствуйте, друзья! Я представляю Камчатский край. У нас живут коряки, тельмены и тельмены. В корякской и тельменской традиции свою невесту жених должен был отработать. В жилище ее родители выполняют самую тяжелую работу. Это нужно было делать год, два или несколько лет, еще выйти ни с чем. А у тельменов был, допустим, выкуп. И на свадьбе молодожены должны были съесть напополам приготовленное сердце оленя. И на любых камчатских праздниках обязательно танцевали танец Норгали. Это веселый, объединяющий импровизационный танец. Свадебные традиции. Традиционные корейские свадьбы чунмэ играли по сговору между семьями. В большинстве случаев молодые даже не видели друг друга до самого венчального обряда. Старшие родственники юноши сами или при помощи свахи отыскивали среди подходящих девиц, вошедших в брачный возраст пару. Если родители на предварительной встрече Согетхин приходили к согласию, семья молодого человека могла начинать ритуал сватовства. Как правило, с момента сговора до собственно свадебных торжеств проходит не менее полугода. Сватами обычно назначают близких старших родственников молодого человека. Главное, чтобы их набралось нечетное священное число – 3, 5 или 7. Сваты приходят в дом родителей невесты и обсуждают предстоящие празднества, а также нюансы будущей семейной жизни. По желанию старших родичей девушки, семьи могут провести чин-чин,
предварительную свадьбу в русском кругу, после которой новобрачные уже считаются мужем и женой, а позднее устраиваются большие торжества. Заключение брака проводится, как правило, в домашней обстановке, на территории родового гнезда невесты. Новобрачные по желанию облачаются в традиционные или классические костюмы. До оборудованной во дворе площадки их доносят в специальных нишах гамма, украшенных пионами. После окончания венчальной церемонии молодожены низко кланяются друг другу и выпивают вино. Перед тем, как начать обряд, жених должен выкупить невесту. Во дворе и на пороге парня встречают многочисленные холостые родственники и подруги девушки. Их всех необходимо умаслить подарками. Только пробившись через живой кордон, жених может наконец-то войти в дом и увидеть свою нареченную. Еще одним способом пробиться к девушке, не оставив в карманах многочисленных просителей половину своего состояния, является схватка с одним из ее старших братьев. Сейчас это скорее стилизованное представление. Ранее же поединок был призван испытать реальные воинские умения жениха, его способность защитить любимую и детей. Когда выкуп от жениха получен, вся компания садится за стол. Молодых садят на почетные места. Гости и родственники рассаживаются согласно своему положению. После окончания небольшого застолья вся компания едет в дом жениха, где невеста, переступив через мешок с рисом, должна пройти по шелковой дорожке и при этом не споткнуться. Чтобы в будущем не ссориться со свекровью, невеста вместе с ней смотрит в зеркальце, прихваченное из дома. Приданное вносит в дом, и все отправляются на свадебное застолье. На утро после свадьбы девушка должна показать, какая она умелая хозяйка. На завтраке собирается вся новая родня, которой молодая преподносит принесенные с собой из родительского дома подарки. На сцену приглашается корейский хор «Чосон», который исполнит гимн Москвы на русском и корейских языках. Узбекские свадебные традиции.
Как только в узбекской семье рождается девочка, мать и отец готовятся к подготовке приданого. По устоявшимся традициям, расходы на свадебное торжество падают на плечи родителей жениха. Перед тем, как провести свадьбу, осуществляется праздник в доме невесты. В нем собираются только женщины. По традиции в этот день невеста дарит подарки своим подругам. У жениха также проводится праздник, но мероприятие проходит более церемонно и торжественно. Устраивает праздник отец будущего жениха. На стол ставится узбекский плов. На мероприятие приглашаются только мужчины. Чем больше придет гостей, тем уважительнее будут относиться к отцу жениха. Отличительной особенностью узбекских невесток является обильность ювелирных украшений. О супружеской верности говорит наличие кольца в носу. На руки надевается множество браслетов, а на пальцы – кольца. Особое внимание уделяется головному убору невесты. Навод верит в то, что драгоценности смогут уберечь от сглаза. Свадебный наряд жениху дарят родственники девушки. За день до мероприятия жених приезжает к невесте, она надевает традиционный свадебный костюм и в обязательном порядке укрывает лицо. Это позволит избежать сглаза. Прежде чем оформить брак, молодожены проходят процесс обручения у имама. Такое мероприятие носит название таинства Никохтуи. Супруги обещают хранить верность на всю жизнь и уважать родственников. После совершения таинства муж ведет жену в ее родительский дом. Традиции подразумевают оплакивание родителями дочери. Таким образом, они желают ей счастья в семейной жизни. В утренние часы дочь навсегда уходит из родительского дома в сопровождении мужа. Провожая дочь, семья отдает ей приданое. Муж приводит жену в свой дом, где молодых ждут родные супруги. На порог предварительно кладется белая дорожка. Жена, переступив порог дома, должна покланяться ему, а родные мужа осыпают ее монетами, желая счастья в семейной жизни. На следующий день с раннего утра в дом новобрачных приходят гости. Обязательно в помещении наводится порядок, стены украшаются различными национальными орнаментами. Супруга встречает гостей, которые приносят ей подарки. Она кланяется каждому из них, принимает дары и в ответ дарит им вещи в виде украшений, платков или полотенец белоснежного оттенка. Процессия продолжается до самого вечера. На сцене певица Сайба Ханум, которая исполнит узбекские песни «Боксайрика» и «Повернулась с и «Бальдан», что в переводе означает «приди ко мне».
всех свадьбах. Спасибо большое, дай Бог всем здоровья и счастья. С Курдистана, что в переводе означает «Я Курдистан», и «Эскявока» «Я голубь» в исполнении молодого и талантливого курдского скрипача Юрия Давоева. Thank
приглашается представительница межрегиональной общественной организации «Люра Ветлян» Ольга Фадеева, которая исполнит итальянский танец «Гавранские ритмы». Действительно удивительные и поражающие воображение. Однако их соблюдают по сей день, свято веря в то, что именно они приносят удачу и счастье семье. Так, например, в Эфиопии девушки на выдане выбивают нижние зубы и прокалывают губу. В отверстие вставляют кольцо. Его каждый год заменяют на такое же изделие большего размера. Считается, что чем больше кольцо, тем богаче и состоятельнее невеста. В Нигерии самой завидной невестой считается пышная девушка. Если худощавую выдали замуж, а за непродолжительное время невеста не набрала пышных форм, то жених может ее отправить обратно к родителям. На острове Бали именно мужчины готовят праздничный стол, но на свадебном застолье в итоге присутствуют только лишь женщины. Вот такие интересные традиции существуют у народов в других уголках мира. А сейчас я хочу пригласить на сцену певца, который прибыл из Курдистана, чтобы поздравить нас с проведением фестиваля. По курдской традиции во время песен гости могут танцевать дуэт. Встречайте, Мирван Тан! Azadane bu maşık rene neşime
Sultanım, zverdi herbesti begovendi zidiranı, biz beraber çektik yani başla kıratışı. Başla. Es Kurdistan,
Обычно сегодня Таджикистан не только близких людей, но и знакомых, и даже абсолютно неизвестных людей. Принято считать, что если в дом войдет кто-то посторонний, то его обязательно усадят за стол, накормят и напоят. Такое добродушие, теплый прием и открытая душа с сердцем являются важными характеристиками таджикского народа. Примечательным является тот факт, что у таджиков принято не только присутствовать на свадьбе, но и помогать в организации торжества. Это значит, что соседи приходят в дом к жениху и невесте, предлагают свою помощь. Для проведения сватовства в дом к невесте приходят две женщины со стороны жениха. Как правило, это его близкие родственники, но не мать. Свахи сообщают о цели своего визита. Вопрос о свадьбе решают самые почтенные члены семьи – бабушки и дедушки. Если свахам удается их уговорить, то в этот же день решается и вопрос о дне, когда будет заключен брак. Как только урегулированы основные организационные моменты, начинается так называемая помолвка. У таджиков собираются родственники, ближайшие друзья и соседи. На вечере глава семьи сообщает причину сборов. Гостей угощают традиционным блюдом – пловом. На следующий день гости обмениваются подарками, предназначенными для молодоженов. После чего к дому невесты направляется рогатый скот с продовольствием. Традиционно свадебное застолье организуется в доме девушки. После соблюдения религиозных ритуалов венчания, обряда никах, молодых можно считать мужем и женой. На традиционном свадебном застолье, как правило, присутствует большое количество людей. Все они приходят для того, чтобы поздравить молодоженов с счастливым днем. Сразу после того, как закончилось застолье, гости провожают молодоженов, и теперь они отправляются в дом к жениху. Там молодых ждут начало новой жизни. На сцену приглашается Зурафа Шафонова, которая исполнит таджикский танец с красивым названием «Шепот». Ваши аплодисменты.
Захар. Le curane bajane Avrupa Keçe kurastına Mehvaniye gelilare Kuya kuca seye Khud gelilare هر وقت که استران با خوشلی Delali delali Tekele tufanın gene
شخص گهویلی دیا مبعله لی ولادی بداوه کی سرما مخه حیمه مقایم به کسی که من کار به راستی دنیا کسر موسیقا به موسا به صدای من برنه خواهیتی لیدکن الهی ام در و در ام نقارن حفم بکن از گازی خودی دکن شابونک مرا جو چه و ولادی مرا چه و حسری جایی که و حسری شابونک
Прошлое, настоящее и будущее глазами детей. Организованная Федеральной национальной культурной автономией курдов Российской Федерации при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Сейчас я приглашу на сцену руководителя и ответственного исполнителя проекта, который объявит имена победителей и призеров конкурса детских рисунков Татьяну Одинцову и Амену Алиеву. Встречайте. Дорогие друзья, Федеральная национальная культурная автономия курдов Российской Федерации подвела итоги конкурса детского рисунка «Прошлое, настоящее и будущее глазами детей», организованного при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Участие во всероссийском конкурсе приняли дети всех возрастов, от 7 лет и до 18. Перед конкурсантами стояла непростая задача посредством всего лишь одного рисунка рассказать миру взрослых, как дети представляют себе прошлое, настоящее и будущее. И сегодня мы с радостью объявляем имена победителей и призеров каждого из 3 этапов конкурса в 3 возрастных категориях. Членами жюри единогласно принято решение присудить участникам следующие результаты. Dostum Ivan Heja, Autonomiana Tevi Chandi, Kurdin Federasyona Rusya'yı, Encam-ı Pişbirkin Veyneyn Zaroka, Başaroş, Demanaha, Peşaroş, Beçabin Zaroka, ya bu peşgiliya Ajansa Federal Ukari Barene Tevi Hatıbı Organizatörün ilan dike. De Peşbirki'da, Peşbirka hem Rusya'da Zarokinci heft sali hatta hecre sali beşdar. Karekin ne hesabı, ku Zarok beriya Veyneyeki Şmezina Ra Bersa Peşaroş, Demanaha u Başaroşi bikin. Emiro bi kêfxweşî navên serfiraz û xeletgerên her sê etapan ji 3 kategoriyan temanê îlan dikin. Ji aliyê jûrî ve ev encam hatine diyarkirin. Первый этап конкурса «Прошлое». Возрастная категория от 7 до 10 лет. 3 место – София Сафарян, Мытищи. 2 место – Назе Микоян, Москва. 1 место – Виталий Бакаян, Москва. Etapa yeki Peşaroş, Ciye Siyemin, Safiye Safaryan, Mitişi. Ciye Duda, Nazeyan Mikoyan, Moskova. Ciye Yekemin, Vitali Bakoyan, Москва. Возрастная категория от 11 до 14 лет. 3 место – Айнур Шабашева, Республика Адыгея. 2 место – Диана Переева, Мичуринск. 1 место – Назе Шабашева, Адыгея. Termanenci 11 hatta 14 saliye. Ciye Siyemin, Aynura Şabaşova, Komera Adıgeyi. Ciye Duyemin, Diana Pireyeva, Miçurinsk. Ciye Siyemin, Naze Şabaşova, Komera Adıgeyi. Возрастная категория от 15 до 18 лет. 3 место – Шухрат Исмаилов, Крым. 2 место – Диана Мирзахасанова, Московская область, Пушкина. 1 место – Зейнеп Ибрагимова, Тамбовская область, Мичуринск. Temelin 11 hatta 18 saliye. Ciye Siyemin, Şuhrat İsmailov, Komera Krimi. Ciye Duyemin, Diana Mirzahasanova, Пушкина. Ciye Yekemin, Zeynep İbragimova, Мичуринск. Фокуса нет. Второй этап конкурса – настоящий. Возрастная категория от 7 до 10 лет. 3 место – Назе Микоян, Москва. 2 место – София Сафарян, Мытищи. 1 место – Виталий Бакаян, Москва. Etapa Duyemin, Demanaha. Ciye Siyemin, Naze Mikoyan, Moskova. Ciye Duyemin, Safiye Safaryan, Mitişeva. Ciye Yekemin, Vitali Bakoyan, Moskova. Возрастная категория от 11 до 14 лет. 3 место – Диана Переева, Тамбовская область, Мичуринск. 2 место – Айнур Шабашева, Республика Адыгея. 1 место – Назе Шабашева, Республика Адыгея. Temelin 11 hatta 14 saliye. Ciye Siyemin, Diana Pireyeva, Herema Tambov, Miçurinsk. Ciye Duyemin, Aynur Şabaşova, Komera Adıgeyi. Ciye Yekemin, Naze Şabaşova, Komera Adıgeyi. Возрастная категория от 15 до 18 лет. 3 место – Ариана Патиева, Саратовская область, Озинки. 2 место – Хаджи Юсупов, Саратовская область, Ершов. 3 место – Анита Гасанова, Краснодар.
تمانن 15 حتى 18 ساله جي سيامين آليانا باتييفا هرم ساراتوف أزينكي جي دويامين حاجي يوسوبا هرم ساراتوف يرشوف جي يكمين Анита Гасанова Краснодар. Третий этап конкурса «Будущее». Возрастная категория от 7 до 10 лет. Третье место – Гульзада Патиева, Саратов. Второе место – Султан Алиев, Озинки. Первое место – Юсуф Алиев, Саратов и Мохаммед Михаил Кременчук, Ногинск. Этап Асиямин Пешарош, Джесиямин, Гульзада Патиева, Харема Саратов, Озинки. Джи Дуямин, Султан Алиев, Харема Саратове, Озинки. Джи Якамин, Юсуф Алиев, Харема Саратове, Озинки. И Мохаммед Кременчук, Харема Москва, Ногинск. Возрастная категория от 11 до 14 лет. Третье место – Милана Кокоева, Саратов. Второе место – Хатун Алиева, Озинки. Первое место – Фархат Алиев, Озинки. 8-11 حتى 14 ساله جي سيامين ميلانا كاكويفا ساراتов جي دويامين خاتون علييва هرема Саратове Озинки جي якамин Ферат Алиев هرема Саратове Озинки. Возрастная категория от 15 до 18 лет. Третье место – Зейнеп Ибрагимова, Тамбовская область, Мичуринск. Второе место – Алина Мамедова, Адыгея. Первое место – Анита Гасанова, Краснодар. 8-15 حتى 18 ساله جي سيامين زينب إبراهيمова هرема Тамбове Мичуринск جي دويامين Алина Мамедова Комара Адыгея جي якамин Анита Гасанова Краснодар. Поздравляем победителей и призеров конкурса. Дорогие друзья, в нашем зале сейчас присутствует победитель одного из этапов. Пожалуйста, поприветствуйте его аплодисментами. Мохаммед Михаил Кременчук. Итак, поздравляем участников Бухарка, они диалировали жировышины. Мохаммед. Громче, громче. Скажи, пожалуйста. Я сам придумал эту картину. Будешь приводить друзей для участия в конкурсе в дальнейшем? Буду. Спасибо тебе за победу. Дорогие друзья, напоминаю, что все работы абсолютно всех участников вошли в фонд молодежного и детского творчества проекта «Огонь и жизнь» и будут представлены в различных городах и регионах России. Пожелаем нашим юным художникам новых успехов и высот. همون سرفراز و خلقدارم پیشبرک وینای زاروکا آبناوی پاشروش دمانها و پیشروش بچابین زاروکا پیروز دکن. وینای همون پیشداربان تیکهون پروژه فون هنری یا جوان و زاروکا آگر و جیان. ویل باجار جدای روسیای جوات برفرارا ورن پیشندان. شبکه‌های ماین بچوکرا سرکفتن دخوازن به هنر آواندا آستان بدنده سرکفتن دخوازن. Спасибо. Слово предоставляется курдскому деятелю культуры и искусства, члену Союза художников Грузии, члену конкурса детских рисунков на тему «Прошлое, настоящее, будущее глазами детей» Ламаре Миранги. Внимание на экран! Я благодарна за возможность поучаствовать в этом проекте. Поздравляю всех детей с окончанием конкурса. Конкурс позволил им продемонстрировать свои идеи, показать свои достижения, а также получить профессиональную оценку проделанной работы. Конкурс также дал возможность приобрести опыт, получить новые знания о себе. Хочу обратиться к родителям, педагогам. Если ваши дети хотят рисовать дальше, обратите на них внимание, помогите им, подготовьте их к следующему конкурсу. Я надеюсь, следующий конкурс обязательно будет. И хочется обратить, чтобы вы обратили внимание на технику рисования, на чувство
композиции, на развитие фантазии. Одним словом, есть над чем поработать. Но у конкурса есть свойство объединять людей, не только объединять, но и сближать людей. Я по себе могу сказать, я нахожусь в другом государстве, но сердцем и душой я с вами. И вот это сближение, оно обязательно нам нужно для развития и сохранения нашего национального искусства. Что такое искусство? Это точка доступа в этот мир. И мы, если потеряем свою точку, то мы можем вообще раствориться в этом мире, исчезнуть. А этого так не хочется. Всех благ. Спасибо за внимание. Греческие свадебные традиции. Свадебные традиции. У греков обручение проходит в храме в присутствии гостей. В этот день жених просит у отца невесты руку его дочери. Когда согласие родителя получено, священник скрепляет соглашение. Благословив кольца, он надевает их на безымянный палец левой руки помолвленных. В день венчания они обретут свое законное место на безымянном пальце правой руки супругов. Свадьбе предшествует обряд застилания кровати, который по традиции проходит в четверг. В доме невесты собираются обе семьи в компании гостей, чтобы оценить приданое. Незамужние родственницы и подруги невесты аккуратно и красиво застилают ее постель. Жених, в свою очередь, с притворным недовольством должен сорвать покрывало и простыни и потребовать застелить лучше. Согласно традиции, перестилание повторяется не более 3 раз. Кумбарос, свидетель жениха, все это время по традиции должен исполнять старинные свадебные песни. Когда жених доволен работой подружек невесты, гости осыпают ее рисом, монетами, лепестками роз и миндальным дрожжем, желая будущим супругам богатства и счастья. На подошве своей туфельки невеста пишет имена незамужних подруг. Считается, что та, чье имя сотрется первым, вскоре сама наденет свадебные туфли. В день церемонии жених и невеста каждый в своем доме облачается в свадебные наряды. Традиция предписывает, чтобы жениха брили и одевали его друзья, а невесте помогали одеться незамужние подружки. В обоих домах гости исполняют народные песни и танцы. Затем из дома жениха к дому невесты отправляется торжественная процессия. На пороге будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. Прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Затем вся процессия отправляется на венчание. Первым в церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. После венчания молодоженов принято осыпать рисом. Во время первого танца молодоженов гости прикалывают или вешают на их одежду купюры или целые гирлянды из денег, желая им богатства и процветания. По окончании свадебного торжества молодожены отправляются в дом мужа. На пороге их встречает мать жениха с медом или сладостями, которыми на сладкую жизнь должна накормить обоих перед тем, как они войдут в дом. Мать жениха вручает молодоженам плод граната, который считается символом благополучия и плодовитости. На сцену приглашается участница греческих фестивалей «Эрмитаж» и «Золотой гранат», преподаватель детского греческого хора, певица Ариадна Прокопиду, которая исполнит песню «Зеляму», что переводится «Моя ревность». Добрый вечер, друзья. В какой бы стране, какая бы свадьба ни проходила, мы всегда молодым желаем счастья. Какие бы обычаи ни были, в какой бы религии мы ни жили, мы всегда желаем счастья молодым. Вот мы вам желаем ευτυχия, агапи и рили 150. Счастья, мира, добра и нежности, красоты в вашем доме. Зидай. Громче. Ой, как это
soy Dios en esta maldad. Isso smiała, pięknie besydora, ekluzyjo, ciemne sklepyna. Oto terrora, fora carnivora, yo soy Dios en esta maldad. Спасибо огромное. Огромное спасибо. Для награждения участников фестиваля дипломами и памятными призами на сцену приглашаются сопредседатели Федеральной национальной культурной автономии курдов Российской Федерации Ляна Исламовна Самоян и Батиев Фархат Абдурахманович. Благодарственное письмо Хабрагулову Хуршеду Давроновну, председателя РОО «Таджикский культурный центр», за содействие проведения фестиваля национального творчества «Огонь и жизнь». Благодарственное письмо ГПУ «Московский дом национальности» Благодарственное письмо ГПУ «Московский дом национальности» в лице директора Тарасова Владимира Борисовича за содействие проведения фестиваля национального творчества «Огонь и жизнь». Благодарственное письмо Союза армян России в лице президента Абрамяна Ары Аршаровича за содействие проведения фестиваля национального творчества «Огонь и жизнь». Диплом участника награждается ведущий творческий коллектив города Москвы театра песни «Маринские соловьи», руководитель Вахрушев Иван Иванович за участие в фестивале национального творчества «Огонь и жизнь». Диплом участника награждается арт-группа «Я
«Яблоневый цвет» за участие в фестивале национального творчества «Огонь и жизнь». Диплом участника награждается Юлия Короткова за участие в фестивале национального творчества «Огонь и жизнь». Диплом участника награждается корейский хор Чосон за участие в фестивале национального творчества «Огонь и жизнь». Номинация «Вокальное исполнительское мастерство». Диплом участника награждается Саима Ханум за участие в фестивале национального творчества «Огонь и жизнь». Номинация «Вокальное исполнительское мастерство». Диплом участника награждается Ариадна Прокопиду за участие в фестивале национального творчества «Огонь и жизнь». Номинация «Вокальное исполнительское мастерство». Дипломом участника также награждается Далил Лизгиев за участие в фестивале национального творчества «Огонь и жизнь». Диплом участника награждается Ольга Фадеева за участие в фестивале национального творчества «Огонь и жизнь». Номинация «Танцевальное мастерство». Дипломом участника награждается Елена Короткова за участие в фестивале национального творчества «Огонь и жизнь». Номинация «Вокальное исполнительское мастерство». Дипломом участника награждается Юрий Давой за участие в фестивале национального творчества «Огонь и жизнь». Номинация «Вокальное исполнительское мастерство». Дипломом участника награждается Зурафо Шафанова за участие в фестивале национального творчества «Огонь и жизнь». Номинация «Танцевальное мастерство». Дипломом участника награждается Хадри Оготета за участие в фестивале национального творчества «Огонь и жизнь». Номинация «Танцевальное мастерство». Закончились наши награждения, уважаемые гости. Всем участникам нашего фестиваля мы желаем крепкого и счастливого семейного союза. Счастья вам и добра. До новых встреч, уважаемые гости!